В Джайравском районе Ингушетии за право стать лучшей командой по альпинизму борются сильнейшие скалолазы страны. Там начался второй день основного этапа чемпионата России по альпинизму в техническом классе. С раннего утра большинство команд отправились покорять вершину горы Цейлуан. За восхождениями альпинистов наблюдал Тамерлан Хамхоев. 12 команд из разных регионов России, в том числе и нашей республики, который день штурмуют горные массивы Ингушетии. Для них у подножия горы специально оборудовали альплагерь. В то время как одни альпинисты, уже выбрав для себя маршруты, поднимаются к цели, другие только собираются стартовать. Для начала мы выбираем маршрут, смотрим его описание, если оно есть, если это не первый проход, если первый проход просто, смотрим на стенку, осматриваем и примерно прикидываем вообще, сколько мы дней будем его лезть, каким составом, какая тактика, то есть можно немножко обработать, снизу походить, либо сразу залезть там с платформой совсем. Затем мы вот конкретно подбираем под каждый маршрут определенное снаряжение, то есть ведь разные маршруты требуют разное количество снаряжения и различные приемы. Команда из Кирова также готовится к предстоящему восхождению. Они планируют выйти через 2 дня, но уже сейчас готовят и проверяют снаряжение, без которого альпинистам никак. Команда уже более 13 лет вместе покоряет горные высоты. Казалось бы, с таким опытом можно с легкостью пройти любые маршруты, но все не так просто. Альпинизм такое дело легко, не бывает, если легко, им, как правило, не занимаются. Поэтому даже на простых маршрутах, на двойках, на тройках есть всегда риск, что что-то пойдет не так. Вот. И, естественно, всегда и по нагрузкам. По результатам предыдущего этапа под названием «Школа» команды методом жеребьевки выбрали для себя маршруты разных категорий сложности. Их здесь 17, 5 из которых первопроходы. Главная цель – показать лучшее время. Судьи внимательно наблюдают за участниками в бинокль, следят, чтобы не было отклонений от маршрута. За нарушение начисляются штрафные минуты. Здесь также фиксируют время прохождения маршрута от старта и до финиша. Эта стена чем хороша? Она очень сложная. Много маршрутов находятся на 2 стенах, которые легко наблюдаются судьями, зрителями. Поэтому это уникальная стена на Кавказе. Здесь выступают спортсмены не ниже 1-го спортивного разряда. Много мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Это высокая квалификация. Это подготовленные люди уже. На восхождение каждой команде требуется как минимум 2 дня, поэтому приходится ночевать прямо на скальном массиве. Для этого у альпинистов есть все необходимое. Сейчас почти все команды идут вровень, и сказать наверняка, кто победит, никто не берется. Конечный результат зависит от многих факторов. Погодные условия, выбранная тактика, работа с альпинистским снаряжением и, конечно же, сложность выбранного маршрута. Есть маршруты, которые больше преобладает свободное лазанье. И есть в командах люди, которые владеют лучше этим способом передвижения по скальному рельефу. А есть альпинисты, которые владеют искусственным, больше на искусственных точках опоры. То есть это зеркальные такие маршруты, и они на них передвигаются, допустим, более удачнее, чем лазанием. Чемпионат продлится до 13 февраля. Команду победителей определяет по результатам всех восхождений. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.